Мужчину, избившего посетителя рестобара «Крыша» в Якутске, приговорили к 7 годам строгого режима. Пострадавший позже скончался в больнице. По сообщению прокуратуры, ночью 11 января 2020 года подсудимый отдыхал в заведении в компании друзей. В это же время около стойки бара находился 37-летний мужчина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры, возникшей на незначительной почве, нанес ранее ему незнакомому гражданину Н удары по голове, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительный период времени. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Двое жителей Якутска получили срок в колонии особого режима за похищение и избиение человека. Об этом сообщает Следственный комитет Якутии. 5 августа прошлого года пьяные подсудимые ехали на машине по территории микрорайона Борисовка-1. Они увидели своего знакомого, к которому испытывали личные обиды. Подсудимые затолкали его в машину. Следком отмечает, что подсудимые отправились в сторону 14-го километра Вилюйского тракта, нанося мужчине удары. За городом потерпевшего вытащили из салона и начали избивать деревянной палкой, а также руками и ногами. В результате избиения мужчина получил ушибы, ссадины, кровоподтеки лица и тела, а также переломы носа и орбит. На этом подсудимые не остановились. Злоумышленники посадили потерпевшего на заднее сиденье и выехали на дорогу, где были задержаны сотрудниками ГИБДД. Их приговорили к 6 и 6,5 годам в колонии особого режима. Уголовное дело возбудили в отношении нелегального таксиста за перевозку пассажиров через закрытую ледовую переправу в Якутии. Инспекторы ДПС на федеральной дороге Лена для проверки документов остановили машину. В ходе разбирательств выяснилось, что водитель осуществлял платную перевозку пассажиров из Якутска в Татинский район. ДПС сообщает, что мужчина, подвергнув опасности не только себя, но и жизни и здоровья пассажиров, переправился по ледовой переправе через реку Лену по маршруту Хатасы-Павловск. Только по счастливой случайности все они благополучно доехали до противоположного берега. Отмечается, что разрешительных документов на оказание пассажирских услуг у перевозчика не оказалось. Желающих переправиться он нашел через приложение InDriver. О том, что ледовая переправа официально закрыта, мужчина знал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на 2 года. Мужчина украл у пенсионерки 230 тысяч рублей с помощью мобильного приложения в Якутии. Оперативники задержали 20-летнего мужчину. Пресс-служба регионального МВД сообщает, что 62-летняя потерпевшая шла домой из продуктового магазина с тяжелыми сумками. В это время к ней подошел молодой человек и предложил свою помощь. Он довел пожилую женщину до квартиры. В ходе разговора она попросила его помочь с сотовым телефоном, с которым у нее возникла проблема. Мужчина обнаружил, что на счету у потерпевшей имеется около 230 тысяч рублей. Злоумышленник похитил их с помощью мобильного приложения. Затем еще и оформил кредит на 500 тысяч рублей. Отмечается, что перевести эти деньги на другой счет ему не удалось. В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела: о краже, совершенной в крупном размере, и о покушении на кражу в крупном размере. В Мирнинском районе в мае этого года обнаружили тела 2 мужчин, оба с простреленной головой. Как выяснили следователи, друзья приехали на охоту. Потом началось распитие спиртного. После один из них пошел спать, а утром обнаружил тела товарищей. Эксперты обнаружили у одного из охотников признаки суицида. И в 2020 году в Мирнинском районе 6 подобных случаев. Преступлений с применением зарегистрированного огнестрельного оружия на 50% больше, чем в предыдущий год, говорят сотрудники Росгвардии. В основном все преступления происходят в лесном массиве на фоне злоупотребления спиртными напитками. Получается, выезжают на природу, употребляют, возникает ссора, конфликты, либо просто небрежное отношение к оружию. Документы, паспорт. В районе количество граждан, желающих приобрести огнестрельное оружие, тоже растет с каждым годом. С начала 2020-го поступило более 600 заявлений на получение лицензии. Александр Глазко, чтобы купить ружье, собрал необходимые документы и прошел обучение. Подал документы через госуслуги, сдал их, у меня назначилось время определенное, пришел, все, в принципе. Оформляют быстро. Оформляют быстро. Алмазный край – это район охотников-любителей. Всего в нем числится около 5000 владельцев огнестрельного оружия, то есть каждый 14-й житель района. Причем некоторые из них имеют на руках по 2, а то и по 3 ствола. На нарезное СКС, это накладка ствольная.
Процедура получения лицензии на приобретение оружия, в принципе, упростилась для граждан с введением госуслуг. То есть они все подают электронно. Госпошлина повысилась, стало больше, но людей это не останавливает. Возможно, упрощение процедуры получения лицензий стало причиной частого приобретения оружия, считают сотрудники лицензионного отдела. Но ограничивать людей они не могут. Иванна Филиппова, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Пассажирский автобус в среду столкнулся с грузовиком на трассе в районе бразильского города Тагуаи в штате Сан-Паулу. Как минимум 41 человек погиб, несколько находятся в больнице с серьезными травмами. Полиция опасается, что число жертв может возрасти по мере того, как спасатели вскрывают искореженные части корпуса. На кадрах, снятых местным телевидением, видно, что от мощного удара автобус буквально разорвало на части, а фура с 2 прицепами слетела на обочину. Кабина была полностью смята, но водитель уцелел. Как сообщили местные издания, в автобусе находились рабочие, расположенные поблизости текстильной фабрики, ехавшие на свою смену. Полиция расследует причины произошедшего. Эта авария стала самой страшной на территории Бразилии с начала года.